Началась уборка. Брат на колосе кукурузу убирает. Кукуруза у нас хорошая получилась. Вот сколько початочков прям таких замечательно. Вот какая красивая красавица. И Степаныч убирает рапс. Я на МТЗ-82 с прицепом. По СТ-9 почему-то. Ну ладно, не важно. Вот. 2 прохода сделал. Время 8:30. Зев у нас поломался что-то там. То ли двигатель, то ли что, короче, застучало, неизвестно. Так что мы на МТЗ ездим. Прям мы ничем не засеяли. А засеивать будем. Потом пшеницей. Нужна нам солома. Приезжал вчера вечером к нам фермер, он сказал, если у вас будет солома, то чекуйте, я вас ее заберу всю. Приехал бы чуть пораньше бы, мы бы солому бы мы бы сдали. Ну вот так вот как-то. Там у нас едет. Дома накатал. Поехали-ка мы. Будем. Ох, какой раб классный. С меня рот там прям. Вот пока втроем мы работаем. Все работает. Денег у нас не особенно много. Но ничего. Сразу увозить, что намолотили. Потому что он тоже кукурузу сейчас намолотит, так что сдавать будем сюда же. Сдавать, то есть закуп. А он выросла. Сказали, сено не надо. У нас еще техники такой нету, чтобы купить.
Установил выгрузочный шнек, сломался, короче, стоит. Выгружать не хочет. Это накрылось. Ну ладно. Едем на базу чинить. На молотку уже нет. Нет, что не сверкает. Нет, уже шнек улетел, значит сейчас станет. Сразу. Нормально. Аля классно. Оказалось у него с ремнем и со шкивом. Напутала там очень сильно. Ну короче, выгрузить некуда. Записей нет. Он как знает что. Брат учит. И вот выгрузил бон. Загрузил, еду на продажу сразу. Вот он, колос стоит. Рапс очень дорогой нынче. Так что мы не зря его нам посоветовали. А этот раб, сейчас посмотрим, сколько он, стоимость у него. Ну, 22 тысячи. Вот такой небольшой косяк у МТЗ. Он видок так сильно пугает. Думаю, после уборки мы решать это проблему. Он молотит довольно быстро, это хорошо. Урожай нормальный. Так что будем молотить.